А потом уже, начиная с середины 19 века, я об этом говорить не стану, это совсем ни к чему, цвета меняются там и так далее, и так далее. Вот в этом отношении, конечно же, Моисей Спиридонович даже здесь он в сохранении цвета того времени, тех эпох выступал или же выступает сегодня, или же совершал подвиг. Подвиг в искусстве – это великое дело. Кто это знает, кто это понимает, без этого развиваться, двигать искусству невозможно. Тем более, скажем, что сделал Моисей Спиридонович. Альбом состоит, оригинал я имею в виду, там всего 53 листа. И делится как бы на 4 раздела. Вышивка, резьба по дереву, шитье произведений, шитья, значит, серебром и бисером, и ткачество. Самое пространное большое место занимает первая часть альбома. И вот как раз и здесь вы могли бы внимательно, если посмотреть, увидеть или заметить вот эти цвета, о чем я говорю. Ценность заключается не только в этом, не только в цветовом отношении. Мною где-то в начале было подчеркнуто, что такое орнамент, откуда, что. Или же мне хотелось сделать какое-то сопоставление. Это не мое сопоставление. Я как пример. Орнамент это намного древнее, чем памятники Египта. И в содержании мною было сказано, что здесь вся история. История не только чувашского или же наших предков, не только чувашского народа. Здесь, я бы сказал, Азия, здесь Европа, здесь цивилизации, греческий орнамент, меандр проникает в искусство наших предков. Это кто изучает, кто умеет ценить, кто видит вот этот меандр, вот эту форму, это дело, конечно, великое. Потом позднее, после возрождения эпохи, орнамент идет сюда, к нам, или же вернее, Санкт-Петербург, прежде всего, Петербург, и очень широкое применение находит в архитектуре. Я, извините, вместе с вами горжусь, что у этого народа существует такая форма орнамента, идущая вот откуда? Издалека. Издалека. Я горжусь, что у этого народа есть вечное солнце, которое почему-то потом названо свастикой, которое приобретает как бы иную славу. Чувашская свастика вращается или же идет превращение на восток, а у этого вожака, как можно назвать, который захотел иметь этот орнамент, это связано с чистой кровью, арийцами, это вы, я думаю, знаете, на запад. Дальше, наверное, совсем это ни к чему рассказывать. Когда мы сидели дома у Моисея Спиридоновича, а он готов вот эти статьи, или же над трудами работал, и приглашает меня. И вот однажды на улице было очень холодно, и он из кухни выходит, ставит на стол горячий чай. И мы сидели с ним, пили чай, и сопоставление горячего чая, который был приготовлен Моисеем Спиридоновичем, когда еще
в конце 70-х годов, я сейчас точно не скажу, вам не могу, и на улице мороз, и здесь глыба, Моисей Спиридонович. Я как-то кому-то сказал на днях, нашу встречу третий, четвертый раз, я был молодой, я не знаю, красивый, некрасивый, точно так же, как и молодые. Я влюблялся тоже, как и вы, девушки, парни. Но у меня волосы длинные были. Намного длиннее, чем у Моисея Спиридоновича. Моисей Спиридонович на меня посмотрел и говорит: а почему носишь так длинные волосы? А мода такая существовала. В 60-х, в конце 60-х, в начале 70-х. Вот. После замечаний Моисея Спиридоновича мне было как-то неловко. Я возвращаюсь домой, прямо сразу же по пути пошел в парикмахерскую. Потом Моисею Спиридоновичу говорю: большое спасибо вам, Моисей Спиридонович. Это уже другая часть, это уже вспоминание. И кроме всего этого, кроме альбома, созданного Моисеем Спиридоновичем, у него есть ряд других работ. Сегодня здесь, в зале, в библиотечном зале, была открыта на столах большая, я бы сказал, это выставка. Антонина Ильинична рассказывала, что себе представляет каждый день и каждая страница вот тех трех больших папок. Это уже другая сторона, это другая часть созданий Моисея Спиридоновича. Юрий Николаевич, если вы не скажете: Трофимов, хватит, остановись, я не могу остановиться. Может, действительно хватит. Как вы думаете? А? Потому что смотри, потому что чтобы не только нашим коллегам, специалистам, но и вернее, сначала, чтобы нашим клиентам не наскучило то, что мы обозначили. Специалистам всегда интересно. Спасибо. Что мне хочется сказать вот что. Моисей Спиридонович и его труды требуют исследования. Юрий Васильевич Рикпер сидит здесь, искусствовед. Его в руках, извините, в каком понимании, молодая сила. Я думаю, Юрий Васильевич и хотел, обещал сюда прийти Данилов, кажется, его здесь не видать. И, конечно же, очень хотелось бы молодые студенты, я не знаю сколько, может быть, каждый год, если кто-то возьмется изучением, я имею в виду этой сферы, этой части, созданной Моисеем Спиридоновичем, вы будете писать работы курсовые, дипломные работы, а потом создадите большую книгу по тем трудам, которые у нас в архиве и сегодня в библиотеке. А здесь текст мой на чувашском, русском и английском языках. И хотелось, чтобы труд Моисея Спиридоновича мог читать не только чуваш, не только по национальности русской, но и те люди, которые владеют другим языком. Пусть читают жители Америки, пусть читают жители Англии, и много их, которые этим языком владеют в Германии, в других странах.
Вот это или такая задача была поставлена. Трудились мы долго, по крайней мере, я долго писал, много писал. Потом, если Моисей Спиридонович труд более 80 лет лежал в нашем архиве, и трудности серьезные, большие были, я уже говорил об этом. Я написал работу, и вот этот труд тоже долгое время лежал. Почему? Потому что потом, значит, мы опубликовали наших трудах. Валентина Григорьевна, большое спасибо вам. Вы работали заместителем директора по научной части. По изданию этого альбома вы сделали, я бы сказал, немало, я бы сказал, много. Если вы не сидели бы за столом, если вы не звонили бы не чуть ли каждый день в то время по телефонам, поймите правильно, я не обижаюсь, не жалуюсь. Написано было письмо 7 депутатам нашим и так далее. Но бывает так в жизни. Те 12 апостолов, которые за столом, который один из них является предателем. И здесь, видимо, точно так же и наше время, нашу эпоху находится или же есть. Ну, а куда деться? Ничего не делаешь. Но все-таки труд большой, или же слово большое, наверное, это мало. Я считаю его великим трудом нашего живописца, нашего исследователя Моисея Спиридоновича издан. Он, этот труд красочный, красивый, умный, мудрый создание этого большого художника перед нами, перед вами. Мне радость, я радуюсь, я горжусь вами, я горжусь, что у нас есть Моисей Спиридонович. Не только был, есть. Я горжусь вами, молодые. Я горжусь теми людьми, которые пришли сюда представителями нашей, моей нации. Большое вам спасибо. Астар Кузундай, тогда темір бір заман еседе, үйге айтады, соны интервью сделали. Слово хочу предоставить нашему профессору, доктору наук Николаю Григорьевичу Кандеровичу. Дорогие друзья, сейчас Алексей Александрович продолжит свое выступление перед камерой телевидения, которое жаждет услышать еще один вариант вот этой истории, а я попробую, не повторяясь, что-то сказать о сегодняшнем предмете нашего внимания. И, между прочим, хочу подчеркнуть то, чего Алексей Александрович не стал говорить. Моисей Спиридонович Спиридонов работал в гуманитарном институте, который тогда по-другому назывался, с 30-го года по 36-й. И он был первым профессиональным искусствоведом республики и первым сотрудником, которого мы считаем основоположником современного отдела искусствоведения. В этом отделе сегодня и Трофимов, и Мордвинова, и Викторов, и музыковеды. Короче, Моисей Спиридонович Спиридонов наш основоположник и в этом направлении. То есть он из первого поколения художников, из первого поколения мастеров изобразительного искусства и искусствоведов тоже. Благодаря ему мы можем говорить, что искусствоведение профессиональное у нас с 30-го года развивалось.